Пора примерить военную форму и профессию защитника Отечества. Весенняя призывная кампания стартовала на фоне спецоперации в Украине. Никаких срывов. Призыв проводится в 82 субъектах страны. В ряды вооруженных сил России в этом году намерены отправить более 134 тысяч россиян. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года. В ингушских военкоматах полная готовность к проведению призыва. Повестки розданы, все по плановому режиму. За исключением, может быть, воинские части поменялись, города поменялись, значит, рода войск поменялись. А так, в принципе, наряд и значит, территориально все осталось так же. С 1 апреля в очередной набор призывников в армейский строй подлежат мужчины 1995-2004 годов рождения. Все получившие повестки должны пройти стандартную процедуру отбора – строгую медицинскую комиссию. Ведь для каждого вида рода войск требуется определенная категория здоровья. Предыдущие кампании проходили в условиях пандемии. Опыт отправки призывников в противоэпидемическом режиме у военкомата уже имеется. Как и прежде, новобранцев будут дважды тестировать на коронавирус. Доставка медикаментов, доставка насессоров, вещевого обеспечения. То есть в этом плане у нас уже все налажено. Взаимодействие с госпиталем нашим, который находится в Владикавказ, они поставляют нам все имеющиеся средства. И помимо этого, я хочу сказать, что транспорт, что воздушный, что железнодорожный, что автобусы, они все проходят обеззараживание. Мистоев отметил, в предыдущих кампаниях не зафиксировано случаев заражения ковидом ингушских призывников. Также все новобранцы должны пройти вакцинацию. В этом году команды для отправки будут формироваться с учетом месяца поста и приближающегося священного праздника мусульман. Южный военный округ пошел навстречу ингушским призывникам. Где-то середина мая, что даю где-то отправку. По словам военного комиссара республики, желающих в этом году пройти службу в вооруженных силах страны меньше. Если в прошлом году явка была слабее на фоне эпидемии, то сейчас этому послужила освободительная спецоперация. Отговаривают молодых людей и родители, боясь, что их перенаправят в Украину. Однако в Минобороны страны заявили, что призывная кампания не имеет никакого отношения к боевым действиям. Новобранцев не будут отправлять в горячие точки. Для участия в проведении в ЛНР, ДНР на территории Украины, поэтому это и было сказано на средствах массовой информации, и для нас это довели, поэтому все призывники будут проходить службу на территории Российской Федерации. У нас были случаи, весенний, осенний призыв, который мы отправили ребят, они убыли туда, значит, ДНР, и мы, значит, все силы подняли, значит, и вытащили этих ребят оттуда. И они сейчас служат на территории Российской Федерации, там, где должны и служить. Да, если он там в процессе службы подпишет контракт, ну тогда уже, будем так говорить, у меня будут руки как бы завязаны в плане того, что он сам добровольно подписал контракт и изъявил желание убыть. Муниципальные военкомы, участковые будут проводить агитационную работу с родителями. В России несколько лет действует приказ Министерства обороны, который запрещает выдачу военного билета мужчинам, не прошедшим службу в армии без законных оснований. Вместо стандартного документа такие граждане получают справку уклониста. В комиссариате напоминают, что теперь тех, кто без уважительной причины избегает службу, будут привлекать к уголовной ответственности. Если кто-то будет нарушать закон, федеральный закон о воинской обязанности в военной службе, то, естественно, мы будем готовить дела и передавать их в Следственный комитет, в последующем прокуратуры и для возбуждения уголовного дела. Поэтому я бы не хотел, чтобы молодые ребята начинали свою жизнь вот именно с уголовного дела, потому что в дальнейшем на работу они не смогут пойти. При встрече меня с главой Республики Ингушетия был дан акцент, чтобы, значит, именно кто не получил военные билеты, их не призывать на работу, не брать на работу. Вот. И поэтому, зная это, многие ребята, конечно, идут, хотят выполнить этот свой долг.
Попав в подразделение, все 12 месяцев придется придерживаться устава, четкого распорядка дня, существенно отличающегося от гражданского. Однако новый облик вооруженных сил России, в которых сегодня служат солдаты, значительно разнится с тем, что был прежде. Улучшено качество питания военнослужащих, запущен поэтапный переход на организацию питания с элементами шведского стола. Специально составленный рацион питания считается полноценным для поддержания боевого духа солдат. Я бы хотел опять же, делать акцент то, что сегодня происходит. Молодым ребятам именно сейчас взяться за ум, взяться за, наверное, мужской все-таки поступок, это служение, пойти и не просто пробыть этот год просто так, а именно научиться стрелковому оружию, как применять, научиться этой технике, которую он будет там непосредственно. То есть он, чтобы был и себе полезный, и, наверное, все-таки полезен для республики, для России, для вооруженных сил. Весенняя призывная кампания завершится 15 июля. Первые отправки новобранцев в армию начнутся в третьей декаде мая этого года. Также все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены и отправлены к местам проживания. Военный комиссар республики напоминает молодым ребятам: год в армии не только возможность исполнить свой долг, освоить азы военной науки, стать частью обороны страны, но и построить военную карьеру. Отслужив по призыву, солдат получает право на льготное поступление в государственные вузы. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.